Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с органами правоохраны проводится системная работа по предупреждению и пресечению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Гость в студии Виталий Петров, прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов. Виталий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова статистика краж и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по республике? Ну, вообще, какая работа проводится прокуратурой по борьбе с этими видами преступлений? Но необходимо отметить, что по итогам 10 месяцев этого года на территории республики отмечен практически трехкратный рост преступлений этих видов. Зарегистрировано более 570 краж, более 1800 мошенничеств. Всего жертвами дистанционных хищений стали более 2000 жителей Якутии. Ну, тут необходимо будет, скажем так, об ущербе, причиненном гражданами, затронуть. Если в целом по итогам 2022 года якутяне в результате преступных действий потеряли порядка 560 миллионов рублей, то по итогам 10 месяцев эта сумма уже составила более 633 миллионов рублей. Ну, наибольшее количество совершено в таких крупных городах, как Якутск, Нерюнгри, Мирный, это Алданский, Ленский и Хангаласский район. Какая работа проводится? Ну, в целях защиты прав граждан прокуратурой республики проводится системная работа, в том числе совместно с Министерством внутренних дел, со Следственным комитетом. Совместно разработан и реализуется план мероприятий по противодействию этим видам преступлений. На постоянной основе доводится информация до населения предупредительного характера. Кроме того, осуществляется постоянный нами мониторинг зарегистрированных этих преступлений. Практикуется проведение бесед, в том числе с потерпевшими. Приведу пример. Например, после регистрации сообщения о преступлении в тот же день в прокуратуру республики вызвана жительница города Якутска, у которой мошенники похитили более 9 миллионов рублей. В тот же день было органами полиции возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, действовавшей на территории Омской области и Республики Татарстан. Ну, это, наверное, такой случай единичный, потому что не всегда находится, не всегда можно найти таких мошенников, да. Ну, вот вроде бы якутяне предупреждены, да, знают о том, что им могут позвонить, там каким-то образом попытаться обмануть, тем не менее жертв становится только больше. Вот кто чаще всего становится жертвой таких преступлений? Меняется ли картина? Может быть, это пожилые люди или больше молодежи уже? Ну, бытует мнение, что это чаще всего жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста, пенсионеры, да? Однако анализ уголовных дел показывает, что пенсионеры становятся потерпевшими только в каждом 5-м случае. В основном же это люди, имеющие постоянный источник дохода и трудоспособного возраста. Так? Это как практически в каждом случае это граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Вот. То есть трудоспособное население, да, которое может, в принципе, свои деньги направить мошенникам. Да? Да. Вот какие основные механизмы, да, хищений применяют преступники? То есть это телефонное мошенничество или уже появляются какие-то новые виды? Да, ну, давайте тут необходимо отметить то, что преступники постоянно совершенствуют способы совершения хищений. Механизмов дистанционных хищений множество, да? Ну, я приведу в качестве примера
несколько вот, основные, которые на основании изучения уголовных дел нами установлены. Особо распространенным является это поступление звонков от лжесотрудников правоохранительных органов, работников банка и служб безопасности. Да? Например, преступники звонят о том и сообщают гражданам о том, что на ваше имя пытаются оформить неустановленные лица, оформить кредит, либо оформить покупку какую-либо. Да? И для безопасности необходимо, для того, чтобы предотвратить это, необходимо продиктовать отправленный ими код, либо сообщить трехзначный оборот на оборотной стороне карты. Да, карта. Ну, второй вид мошенничества – это когда взламываются социальные сети или телефон. Схема следующая в основном. Это когда поступает на социальные сети или на ваш телефон через мессенджеры ссылка, ну, например, проголосовать в каком-либо конкурсе за племянницу, за дочь. Да? Если человек, гражданин, делает это, получается то, что проникает в телефон вирус, после чего либо списываются денежные средства, либо идет рассылка от вашего имени с просьбой занять деньги. Люди занимают деньги, потом это в последующем идет преступникам. Да? Третьим видом, особо распространенным, также является это инвестиции с обещаниями крупных прибылей. Да? Ну и четвертый вид, можно отметить, это мошенничество через сайты объявлений, продажа товара, либо продажа товара по низкой цене. После того, как вы им переводите денежные средства, они перестают отвечать на ваши звонки. Вот о чем необходимо помнить, да, чтобы не стать жертвой мошенников? На что следует обращать внимание, может быть, в первую очередь? Ну, чтобы уберечься от мошенников и не стать жертвой преступления, необходимо помнить, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни сотрудники банков никогда не запрашивают реквизиты вашей банковской карты, не требуют подтвердить пароли, отправленные посредством тех же СМС-сообщений. При поступлении таких звонков рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в тот же банк, которым пользуется гражданин. Так? Ну, элементарные также правила: никому не надо, как я уже сказал, сообщать пин-код от карты, трехзначный код на обороте карт. В случае поступления разного рода рассылок необходимо быть бдительным, рекомендуется не переходить по ним. Также вот, тот же случай с инвестициями, необходимо помнить, что это лицензируемый вид деятельности. И для того, чтобы проверить, если человек все-таки решил вступить в инвестиции, эти данные есть на официальном сайте Банка России, а также на официальном сайте Мосбиржи. Ну вот, а что делать человеку, да, если он, например, уже стал жертвой мошенника? Вот какие меры следует принять сразу же, в первую очередь? Ну, если все-таки гражданин стал жертвой преступления, необходимо в первую очередь обратиться в банк, сообщить о проблеме и заблокировать карту. Необходимо попробовать отменить перевод в мобильном приложении, либо в личном кабинете банка. Запросить выписку со счета, куда переведены денежные средства, да? Ну, там номер держателя карты. Ну, и необходимо в кратчайшие сроки обратиться в полицию с заявлением
что поможет оперативно раскрыть преступление. Ну вот многие банки сейчас блокируют подобные сомнительные переводы, да, то есть, в принципе, это тоже дает определенное время, да, может быть, как-то поскорее обратиться и заблокировать такой перевод, да. А вот какие меры предусмотрены законодательством для возврата похищенных денежных средств? Ну, если перевели деньги мошенникам, необходимо обратиться в банк с заявлением об оспаривании произведенного перевода. Да? Для начала необходимо обратиться в горячую линию банка, в службу безопасности, либо в службу поддержки безопасности. Чтобы отменить перевод, необходимо подробно описать ситуацию, что случилось, сообщить о дате, сумме и о дате, сумме перевода. В случае отказа банка в возврате переведенных средств, возникший спор возможно решить в судебном порядке, обратиться в суд. Кроме того, вот, если преступление, если уголовное дело возбуждено по вашему заявлению, преступник найден в рамках расследования уголовного дела, либо после вынесения обвинительного приговора в отношении преступника, да, граждане вправе обратиться с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного преступлением. Так? И, кроме того, необходимо знать то, что органы следствия в рамках расследования уголовного дела обязаны наложить арест на денежные средства или имущество преступника. Ну вот что касается раскрываемости, да, становится ли больше раскрытых преступлений в последнее время? Ну и вообще, если, может быть, в Якутске или в Якутии случаи, когда дела раскрыты и людям удалось вернуть свои средства? Да, такие случаи есть. Вот, если кражи с банковских счетов у нас раскрываются практически в каждом третьем случае, да, то мобильные мошенничества, они раскрываются практически в каждом 10-м случае. Поэтому гражданам необходимо помнить то, что если они перевели денежные средства, все равно органами следствия будут приняты все меры, направленные на выяснение обстоятельств хищения. А в части возврата денежных средств, приведу пример. Недавно буквально у потерпевшей 73-летней жительницы города Якутска украли, опять же, денежные средства, более 8 миллионов рублей. Причастные лица были установлены. В настоящее время расследуется уголовное дело, в рамках которого был наложен арест на действия преступника, у которого на счету было более 700 тысяч рублей. Данные денежные средства по закону, опять же, должны быть возвращены потерпевшему от преступления. Ну что ж, Виталий Витальевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, напомнили, как себя вести в случае мошенничества, ну и, конечно же, дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.